Когда он попытался выйти на лондонскую биржу, путем разных интриг его обманули, поджег здание, которое выстроили вот эти благотворители. Но обозначилась одна проблема – управление данным имуществом. Хотя ему предлагали эмигрировать, он отказался. Пожалуйста. Зор Ахмад. Хайырлы кич, кадерлі дуслар. Добрый вечер, дорогие друзья. Тут несколько так, помпезно из Википедии меня представляют. Российский историк, филолог. Да, советский. Я доктор исторических наук, действительно член Академии наук Республики Татарстан, директор Института истории имени Шахабуддина Марджани. Тема, которой я занимаюсь уже очень давно, это предпринимательская деятельность татар. И вот одним из составных элементов этой деятельности, конечно же, была благотворительность. Итак, история российской благотворительности – это история взаимодействия государства и мусульманской уммы. Это в первую очередь. Ведь еще до екатерининские времена, когда, например, татары потеряли свою государственность, была эпоха, можно сказать, темных времен, когда все институты исламские были разрушены, и, по сути, не осталось никаких учреждений, где бы этот ислам мог бы, религия наша, воспроизводиться. То есть фактически не работали медресе, и даже не было нормальных мечетей. Каюм Насыри вспоминает, что в Казани мусульмане вынуждены были молиться в шалашах крыши, либо в цехах, на котлах мыловаренных, настелив доски. Организованной благотворительности или каких-то серьезных сумм на религиозные нужды в тот период не поступало. Но все изменилось с приходом к власти Екатерины II и с ее знаменитого закона о веротерпимости, который в этом году, круглая дата исполняется, он был принят в 1773 году. Именно с этого времени начинается новая эпоха в жизни мусульман России, когда они стали интегрироваться в ее правовую систему. И главным шагом это было то, что возникла национальная буржуазия, национальное купечество. Да, появилось гильдейское купечество, тут показано, какие капиталы платили. И это купечество, благодаря протекции и льготам государства, стало заниматься международной торговлей, в том числе со Средней Азией, Казахской степью. И за короткое время, уже со второй половины XVIII века до начала XIX века, оно приобрело очень большие капиталы. Так вот, уже обладая довольно серьезным финансовым запасом, такими деньгами, в принципе, национальная буржуазия, мусульманская буржуазия встречала определенные препятствия для учреждения мечети и медресе. И вот этот закон веротерпимости Екатерины II, он открыл эту дорогу. Первые две мечети, эти первые две мечети Казани, они были построены из камня впервые после XVI века, то есть после того, как Казань вошла в состав русского государства. И обе мечети были построены с личного разрешения Екатерины II. Если первая мечеть Марджани была построена на средства всех прихожан, на коллективные пожертвования, то Панаевская мечеть была построена на средства первой гильдии купца Якуба Султан-Галеева. Вот эти первые примеры такой благотворительности конца XVIII века. Это время выдвигает из среды предпринимательства выдающихся благотворителей, которые во многом были новаторами в этом своем деле. Вот Ибрагим Губайдулович Юнусов. Это был попечитель вот этих двух старых и самых главных мечетей города. Строитель сенной мечети в Казани. Кто бывал в Казани, это раньше называлась мечеть Нурулла. И создатель первого в истории мусульманского детского приюта. Он был создан в 1844 году. Для него Юнусов выстроил около сенной мечети корпус лавок, построил отдельное здание
И вот эти лавки он передал в вакф этому приюту, и за счет аренды вот этих лавок существовал приют. В приюте презревались мальчики, ежегодно до 30 человек, и они не только получали одежду, питание, обучались, но и по окончании приюта Юнусов трудоустраивал их всех, находил им работу. И они старались проследить жизнь каждого своего воспитанника вплоть до женитьбы, помогали даже с бракосочетаниями, то есть они смотрели на них как на своих детей. Впоследствии Юнусов привлек к этому делу всю остальную богатую элиту города, и вот этот приют, он был настоящей гордостью мусульманского предпринимательства. Но ведь тут была еще и практическая сторона. Несмотря вот то, что он делал это от души, от сердца, вот за такие крупные пожертвования на социальные нужды правительство поощряло предпринимателей. За строительство детского приюта Юнусов получил орден, и его брат орден получил, что позволило им первыми в истории, пожалуй, последними стать коммерцией-советниками из татар. А коммерцией-советник занято высшее звание для предпринимателя того времени, которое приравнивалось к личному дворянству. И вот эта благотворительность, она стала символом веры, кредо мусульманского предпринимательства уже в первой половине XIX века. Я тут привел отрывок из типичного завещания татарского предпринимателя. Это не очень большой, не очень богатый предприниматель казанский. Он, вот посмотрите, он практически все свои деньги, все свое имущество отдал на общественные цели, на религиозные цели. И благодаря его пожертвованию, вот в конце там он дом, благотворительный каменный дом мой на Екатерининской улице, после моей смерти сдать в аренду обучение при приходском медресе сирот детей. Возникло целое попечительство, и на основе этого вакфа и вот эта школа для детей-сирот, она существовала с момента его кончины в 90-х годах XIX века вплоть до революции. Это попечительство находилось при мечети Маржани. Таких завещаний было масса, и они в архивах лежат сотнями. И мы уже видим размах вот этого благотворительной активности, размах щедрости. И вот в этом завещании ведь не только религиозная цель, тут и починка моста, и починка фонтана, и многое другое. Ну и вакфы мечети. Как раз в это время, тут немножко неправильно сформулировано, вакфы не становились собственностью, как бы вакфы находились в пользовании этих городских мечетей. Практически каждая мечеть, благодаря вот этой активности, благодаря желанию богатых предпринимателей что-то оставить после себя, становились владельцами крупных недвижимых имуществ, домов, земли, лавок, денежных капиталов, процент с которых шел на обеспечение жизни прихода. В то же время вот эти же процессы были характерны для всего мусульманского населения Российской империи, не только для татар, но которые первыми вошли в состав российского государства. То же самое происходило и на Кавказе. В первую очередь, конечно же, очень большую активность проявляла азербайджанская буржуазия. Благодаря бакинским нефтепромыслам там появились крупные капиталисты, обладавшие миллионными капиталами, которые также шли на различные благотворительные проекты, в том числе по всему Северному Кавказу, по всему Кавказу, не только Южный Кавказ. В Дагестане вот, предприниматели Мухаммед Мирза Мавраев, братья Нурадинов, Манашира Абрамдадаша, Абдулмеджид Зулпакаров и многие-многие другие также жертвовали большие средства в этот период и во второй половине XIX века на поддержку медресе, мечетей, на благоустройство населенных пунктов, на обучение шакирдов. В тот же в пореформенный период, во второй половине, сформировалась и чеченская торгово-промышленная буржуазия, которая также развернула вот эту деятельность. Вот тут Абдулмеджид Чермоев, один из выдающихся благотворителей, который тоже вкладывал средства и в религиозную, и образовательную инфраструктуру Кавказа. Да, мы видим позитивное развитие благотворительного движения. Богатые люди с удовольствием и в большом объеме выносили средства в пользу мечетей. Но обозначилась одна проблема — управление данным имуществом.
чем больше вкладывал благотворитель в махаллю, в общину, тем более крепче становилась его единоличная власть. Поначалу это не приносило проблем, но в дальнейшем, чем более он усиливался, чем больше капиталов он вкладывал, тем меньше становилась роль самой общины. И это наиболее ярко проявилось с личностью вот Ибрагима Юнусова, о котором я говорил выше. Этот человек, благодаря такой благотворительной активности, трижды становился мэром татарской Казани, избирался главой татарской ратуши. Он был на приемах у императора, он дружил с губернаторами, постоянно поощрялся наградами. В его дом, когда члены императорской семьи приезжали, они обязательно посещали его дом. И вот это его социальное положение, во многом обусловленное не только капиталами, а сколько влиянием на жизнь махалли и всей татарской Казани, его благотворительные вот эти вот мощные вливания, от него уже зависело население, просто полностью зависело. Они привели к тому, что он в какой-то момент почувствовал себя хозяином всех мусульман. И когда он по обыкновению своему решил выбрать себе лучшего имама в свою мечеть, Марджани, он пригласил Шахабуддина Марджани, тогда это была просто первая соборная мечеть, пригласил вот этого человека к себе имамом. Почему пригласил? Потому что он считался молодым, талантливым и самым лучшим богословом. Молва о нем шла такая. Ну и Юнусов, как человек гордый, который считал, что все лучшее должно быть только у него, он не поскупился, пообещав разные блага, пригласил его к себе имамом. И Марджани приехал, поселился в этой махалле, хотя он родом из деревни, из-за Казани, и у него вообще в планах было поехать в родные края. И в первые же годы вот этот властный характер Юнусова столкнулся с твердостью Шахабуддина Марджани, который считал, что никакой благотворитель, какими бы капиталами и административной властью бы он ни обладал, не имеет права диктовать свою волю всей мусульманской общине и всему, соответственно, всей татарской части Казани. И на этой почве разгорелась самая настоящая война. Дело в том, что Марджани много лет просил Юнусова отремонтировать здание медресе, но так как у Юнусова были плохие отношения с Марджани, Юнусов это постоянно откладывал и откладывал. В итоге чуть было потолок не обвалился и не погубил шакирдов. Тогда Марджани, собрав своих единомышленных молодых предпринимателей, тоже не бедных людей, они решили, вопреки воле Юнусова, построить собственное медресе в этой же махалле. И сделали это. Таким образом, появилось своеобразное двоевластие, то есть два медресе в одном приходе. Естественно, шакирды все перешли к Хазрату, а медресе Юнусовых стало пустым. Что предпринял Юнусов? Юнусов путем разных интриг поджег здание, которое выстроили вот эти благотворители во главе с имамом. Это такое серьезное событие было, там очень много погибло книг, библиотека сгорела, слава богу, люди не пострадали. Но это не остановило Марджани, это еще лучше его укрепило веру, и они вновь, уже собрав еще большее количество людей, выстроили вновь здание из кирпича, очень хорошее, дорогое здание, и тем самым они окончательно поставили точку в этом конфликте. И именно с этого момента, это событие произошло в 1880 году, стало формироваться коллективное управление махаллей. То есть не воля благотворителя, не воля имама, а только коллективное собрание жителей прихода само решало, как распоряжаться тем имуществом, которое им пожертвовали. В данном случае это здание медресе, это вакф. И именно для управления вот этим имуществом начали формировать своеобразные органы самоуправления. Это мутавалияты. Они появились у татар Казани, я о них говорю, именно на почве грамотного, эффективного и прозрачного управления дорогостоящим вакфным имуществом. Дело в том, что помимо Юнусовых
такой же беспорядок царил и в других махаллях. И было масса примеров, когда переданные вакфы потомки отменяли, забирали обратно. Это было все почвой для серьезных конфликтов. Сам Марджани обвинял Юнусовых. Он говорил, что Юнусовы передали 2 лавки в пользу того, чтобы доход семьи обеспечивал имама и муэдзина, но на самом деле ни копейки с этого вакфа они не давали. То есть это была полная неразбериха, хотя устно вакф объявлялся. И вот что начало... Кстати, вот это вот стремление Марджани встретило поддержку со стороны губернского начальства, со стороны духовного собрания, которым тоже надоело вот этот хаос в благотворительной сфере. Как происходило формирование мутавалиатов. Общее собрание всего прихода, составляли приговор, письменные постановления, утверждали этот приговор у нотариуса и в духовном собрании, то есть максимальная легитимность. И приговор наделял избранного, они же избирали попечителя, полномочиями по ведению имущественно-хозяйственной, финансовой деятельности мечети и медресе с обязательной ежегодной отчетностью. Это был революционный шаг для того времени. И вот каковы полномочия мутавалия на конец XIX века. Это вот управление недвижимым имуществом, ремонт, наем служащих, выдача жалования мулле и муэдзину, забота, значит, вообще были вот разные приемы, он мог и покупать недвижимое имущество и прочее, прочее. И вот тут последний пункт, хранящийся в Государственном банке, сберкассах и других кредитных учреждениях, капиталы и процентные бумаги. То есть практически это был хозяин всей финансовой имущественной части махалле, но он был полностью подотчетен махалле и подотчетен перед общественностью не только татарской, но и русской, потому что это была публичная отчетность. И даже некоторые вот эти отчеты публиковались на русском и татарском языках и шли в широкий оборот. Чтобы навести порядок в этом, вот каков был порядок принятия вакфов махаллей в тот период. То есть жертвователь обязательно должен был обратиться с письменным заявлением в махаллю, где описывал полностью вакф, какой он хочет передать. Махалля затем уполномачивала попечителя вот этого избранного мутавалия обратиться к губернатору, который обращался в свою очередь в МВД. И уже МВД, приняв положительное решение, например, оно отправляло это на согласование в духовное собрание. И уже духовное собрание извещало общину о принятом решение. Вот такой был как бы довольно-таки непростой путь этих бумаг. Но самое главное, что после этого собрание направляло в махаллю приходно-расходную шнуровую книгу с обязательством ежегодной отчетности перед духовным собранием. И после этого уже совершалась дарственная надпись на жертвоимущественным утверждением у нотариуса. Причем вот у махалли могло быть несколько вакфов, которые имели собственное управление. Каждый вакф мог иметь свое управление, но в итоге все они были подотчетными основному попечителю махалли. Вот так выстраивалась система самоуправления прихода, которая в конечном итоге позволила выйти из бедности и нищеты, которая постоянно преследовала наши приходы, и позволила произвести реформу приходской школы, то есть построить хорошие здания, снабдить необходимым оборудованием, литературой, помогать шакирдам, потому что многие медресе обучали бесплатно шакирду, хотя устанавливалась и плата, особенно из бедных семей. Все это вот производилось на вот эти средства. Я могу сказать, что к началу 20 века все махалли Казани, например, это были богатые учреждения с очень активной религиозной и общественной жизнью. Вот статистика такая, это к 2017 году 91 вакфное учреждение, только официальная статистика, потому что было еще масса вакфов, просто неутвержденных, устных, но они, в принципе, тоже по такому же принципу, по такой же структуре работали. И общая стоимость вакфов оценивалась почти в 1 000 000 рублей, теми деньгами это очень даже неплохая сумма.
Вот наряду с этим, вот одной из такой тенденций, после того, как вот этот порядок был в приходах наделен, мы видим новый этап в активности татарских, мусульманских, и не только татарских, но и всех российских мусульманских предпринимателей. Здесь мы уже не видим самодурства богатых благотворителей, предположим, начала XVIII века, а видим уже осознанное стремление создать определенные программы по финансированию национальных и религиозных нужд. Вот всем известный Ахмедбай Хусаинов, миллионер, он остался в истории тем, что пожертвовал 500 тысяч, 500 000 рублей собственных денег по завещанию на нужды национального образования. Было создано специальное попечительство, то есть система управления этим капиталом. И на эти деньги не только отправлялись шакирды в религиозные учебные заведения, предположим, Арабского Востока или в Стамбул, но и они могли получать и светское образование, особенно в финансово-инженерной сфере, потому что Хусаинов сам был неграмотным человеком. И он вышел из бедной семьи, и когда он попытался выйти на лондонскую биржу со своими мехами, он торговал животным жиром, его обманули, и он получил очень большие убытки. И после этого он говорил, что ничего нет важнее грамотности вообще на свете, и он поддерживал исключительно строительство мечети и медресе. Более 40 медресе он только в Казанской губернии построил, а поскольку по стране вообще неизвестно. Так вот, всем известно медресе Мухаммадия в Казани, это исламский университет, фактически начало 20 века, 500 шакирдов, 20 преподавателей, полностью на самообеспечение, опиралась на вакф, подаренный Хусаиновым, это гостиница на Нижнегородской ярмарке стоимостью 200 тысяч рублей. И, конечно же, медресе Хусайния в Оренбурге. Это все один человек, Ахмедбай Хусаинов. Следующий пример тоже оренбургский купец Закир Рамеев, поэт, золотопромышленник, огромные средства он тоже зарабатывал. В чем его благотворительность заключалась? Он финансировал убыточные национальные издания, национальную прессу. У него была национальная газета «Вакат» и журнал «Шуро», литературный журнал. Эта газета и журнал выходили на первоклассном полиграфическом уровне. У них были все подписки на новостные ленты. Они распространялись по всей России и действительно объединяли мусульман всей страны. Но при этом, как он сам говорил, они им приносили постоянный убыток, потому что ему надо было и содержать большой штат журналистов, редакторов. Ну вот это был его благотворительный вклад. Помимо того, благодаря Рамееву, который очень любил литературу, он собрал вот кружок молодых литераторов в Оренбурге вокруг редакции «Шуро», где Реза Фахриддин был главным редактором. И тем самым он дал дорогу многим-многим татарским писателям, да и не только татарским писателям, в большое искусство и большое творчество. Сам он умер в 21 году, лишенный всего имущества. Хотя ему предлагали эмигрировать, он отказался. Вот этот человек, Зайнал-Абдин Тагиев, выдающийся человек. Наверное, один из самых ярчайших благотворителей конца 19-го, начала 20 века. У него был поистине общероссийский размах. Он финансировал проекты в Санкт-Петербурге и в Казани, он финансировал в Уфе, в Сибири, ну и, конечно же, на Кавказе. Без его личности вообще практически ни один серьезный проект не осуществлялся. И он, вот тут я просто очень малую часть указал того, что он сделал. Он также много средств вкладывал в образование, в училище, крестьянские школы, театр. И он был основатель ряда благотворительных обществ, но об этом чуть позже. Мусульманские благотворительные общества — это во многом предтечи тех фондов, которые действуют сейчас. И мусульман России, они возникли в конце XIX века как стремление
вывести благотворительный капитал из зоны локальных мусульманских общин на всю умму. То есть попечительство махалей, они контролировали только деньги, средства и программы в рамках мечети, к которой относились. Здесь же уже стояла задача обеспечить социальные, духовные, культурные запросы всего населения мусульманского страны. И инициатором создания вот таких обществ стал известный крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский. И во многом благодаря его подвижничеству первое в истории мусульманское благотворительное общество возникло в Симферополе в 1896 году. Ну и в 1897 году, в том числе учитывая опыт Гаспринского, правительство выпустило примерный устав мусульманских благотворительных обществ. То есть стандартный устав выпустили и призвали тех мусульман, которые хотят жертвовать средства, организовывать вот такие общества по этому уставу и концентрировать уже капитал в них. И вот мы видим, что в 1898 году просто масса, тут еще Астраханское, я не указал, вот Астраханское благотворительное общество возникло. То есть практически по всей России в конце 19 века волной пошло создание таких обществ. Да вот на Северном Кавказе тоже. Тут тоже были призывы видных религиозных авторитетных деятелей к созданию именно благотворительных обществ, то есть своеобразных фондов, которые бы могли концентрировать средства для просветительской религиозной деятельности. Вот такие организации там существовали, и они, в общем-то, имели серьезный успех. Я более подробно расскажу вот об обществе пособия бедным мусульманам города Казани. В 1898 году возникло, имело свое правление. У истоков стоял Саидгаря Элкин, адвокат, и внук легендарного имама Шамиля, Захид Шамиль. Именно по их инициативе это общество и возникло. Вот тут члены правления и председатель Габдулла Панаев, он имам был. В обществе состояло 296 членов и основные учреждения общества. То есть вот этому как бы своеобразному фонду принадлежали свои институты. Мусульманская богадельня, ну, дом престарелых. Мусульманская амбулатория, это поликлиника. То есть она полностью финансировалась, лекарства, врачи, все финансировалось обществом. Детский приют с мужским русско-татарским училищем, русско-татарское женское училище, мусульманское родовспомогательное отделение. То есть это вообще впервые, чтобы мусульманки рожали вот именно в соответствующих условиях было создано. И по размеру капитала среди 87 официально зарегистрированных, то есть уже 87 официально зарегистрированных мусульманских благотворительных организаций на начало 20-го, на конец 19-го, начало 20 века существовало в России. С чего же складывались доходы общества? Первый — это самый большой, а дальше по мере убывания. Это целевые пожертвования на приют, школу, амбулаторию. Арендная плата с доходного дома. Вот там у попечителя же было, что он может приобретать дома доходные, чтобы увеличивать доход. Вот был приобретен дом и обществом, и с него шла очень неплохая арендная плата. Сбор закята. Вот сбор закята это вообще стал предметом горячих споров, когда общество решило привлекать средства закята в свою копилку. Все ведущие богословы поддержали это стремление и ссылались на то, что институт закята вообще у российских мусульман в тот период начал забываться. Просто люди уже не совсем точно, не совсем вовремя, не совсем в том размере начинали платить закят. В то же время они критиковали опыт государств мусульманских, где закят собирался просто в казну правителя. То есть они считали, что это тоже непонятно, идет ли на нужды бедных людей. И вот горячие призывы способствовали тому, что после продолжительной дискуссии все-таки было решено собирать закят, доход благотворительного общества или доход фонда. Членские взносы только вот какое место занимают, то есть не особо большое. Пожертвования по чековым книжкам, пособия от городской управы, что важно. То есть органы местного самоуправления, по-нашему там сейчас мэрия или что-то, они горячо поддерживали эти действия и выдавали средства в первую очередь на поддержку вот этих вот приюта, школы, амбулатории и так далее и тому подобное. Это впоследствии вот эта статья доходов, пособие от городской управы, вышли на первое место в доходной части этих обществ.
Сбор из кружек в попечительствах махалей. Всего у общества было 15 участковых попечительств в самых разных частях города и всех основных махалях. И там был свой ответственный, который, в общем, контролировал сбор благотворительных средств и вообще наблюдал, вел анализ состояния населения, бедности, там, недостатков каких-то. То есть тут какая-то определенная аналитическая работа велась ими. И сбор вот проценты с капитала и доход с вакфа. Вы видите, доход с вакфа, он в конце уже практически был. Расходные статьи бюджета. Расходные статьи также показаны по убыванию. Естественно, содержание учреждений общества. Очень много учреждений, собственные здания, персонал, питание, уход за стариками, детьми и так далее и тому подобное. Выдача единовременных и ежемесячных пособий. То есть выдавали единовременно, но и платили каждый месяц. Это в зависимости от состояния семьи. Там тоже проводилась у них определенная работа по сверке нуждающихся. Экстренная помощь погорельцам и голодающим. Но пожары – это бич был того времени, поэтому это была важная социальная поддержка, потому что пожары часто плодили бездомных и беспризорников в городах. Вот очень интересно, выдача пособий для возвращения в родные места мигрантов. В конце 19-го, начале 20 века в Казань хлынуло большое количество выходцев из деревень в поисках лучшей доли, в поисках работы. Они населяли городские кварталы и, так как не находили, там уже была безработица огромных масштабов, начинались криминальные явления, начинались различные девиантное поведение. И чтобы вот снизить эту социальную напряженность, благотворительное общество финансировало возврат этих мигрантов в родные места, но не просто вот их обратно привезти, они помогали с восстановлением дома, помогали с какой-то первоначальной помощью и даже с работой помогали. То есть вот это в тот период тоже было актуально. Оплата обучения бедных шакирдов, публикации, распространение духовной литературы. Организация похорон в соответствии с исламскими обычаями. Вот это вот очень строго блюлось, потому что у бедных людей похороны стоили всегда недешево в тот период. Это все расходы на себя брало вот это благотворительное общество. Я бы еще отметил следующее. Вот в этих обществах они привлекали к работе в своем составе не только мусульман. Там активное участие принимали и русские предприниматели. И жертвовали. В составе попечительских советов были крупные торговцы, и чиновники, и руководители, представители администрации, все оставались неравнодушны. Достаточно сказать, что основу для капитала Казанского мусульманского благотворительного общества составили средства, которые пожертвовала жена генерал-губернатора Ольга Сергеевна Александрова Гейнс. Это русская женщина, она просто подарила эти деньги мусульманам, и на основе этих денег потом уже люди стали дальше привлекать капитал. В конце 19-го, начале 20 века, перед революцией, мусульманам России удалось все-таки сформировать собственную целостную, стройную систему благотворительности, поддержки социальной и духовной сферы. Тут и специальные благотворительные организации, это вот эти фонды, благотворительные общества, программы поддержки культурных инициатив, программы поддержки образовательных инициатив и, конечно же, попечительство махалей, которые обеспечивали бесперебойное стабильное финансирование приходов при полном отсутствии любой государственной поддержки. И можно сказать, что эта модель была очень успешной, она зарекомендовала себя. И я очень рад, что нынешние благотворительные организации во многом сами, может быть, того и не зная, но они опираются на эти традиции, и я надеюсь, что вот это вот наше естественное российское основание, основы исторические, культурные, они дадут и дальнейший прогресс для всего благотворительного движения, которым вы занимаетесь. Спасибо. Да, очень много изданий. Из российских авторов я бы порекомендовал книги Ульяновой. Она по общероссийскому... А про мусульман, ну, вот я там часть дал в списке литературы, потом в презентации передадут. И ну, у меня есть довольно большое количество статей, они в интернете все есть, и книги есть. Да.
Хотел спросить, вот в некоторых моментах вот в доходных частях указывали процентные бумаги, то есть Да. какие-то проценты. То есть это был вот обычно вот этот банковский процент или что-то другое имелось в виду? Обычный банковский процент был. То есть в пользу мечети открывали вклад, жертвовали туда деньги. Эти деньги считались так же, как вакф, они не отчуждаемые, их просто не могли тратить, но процент с этих денег, он шел также в пользу. Вообще это очень дискуссионный вопрос был тогда. Многие предприниматели искренне переживали. Они говорили, ну как мы вынуждены вот так вот жить, и даже когда вели бизнес, тогда не было исламского банкинга, не было, но они вынуждены были брать кредиты, работали в учетно-судных комитетах банков, мусульманские предприниматели. А есть сведения, вот они пришли, такой шейх был Зайнулла Расулев, и троицкие миллионеры, купцы пришли к нему и сказали: мы не знаем, что делать, мы совершаем большой грех, мы берем вот эти проценты, как нам быть? Он им сказал так: значит, если вы не будете брать кредиты, то ваше дело зачахнет. Если ваше дело зачахнет, то вы разоритесь. Если вы разоритесь, вы не сможете помогать мусульманской нации. Если вы не сможете помогать мусульманской нации, она погибнет. Поэтому пользуйтесь. Вот на тот период, именно из, видимо, необходимости, хотя, конечно, люди переживали. 500 тысяч. Ну, если, предположим, большой кирпичный дом стоил 4-5 тысяч рублей, то есть получается 100 домов в Казани. Это очень большие средства. 200 тысяч гостиница, это в Нижнем Новгороде. Да. Гостиница, она в пользу Мухаммадии была отдана, а 500 тысяч это отдельно на образование. То есть там в реальности больше, чем 500 тысяч. Тут 500 тысяч это, собственно, программа подготовки шакирдов. Просто вот обучающая программа. А ВАКФ это отдельно, он еще ВАКФ выдавал. Помимо этого он поддерживал методное образование и строил, до сих пор остались здания типовые, которые он строил. Одноэтажные кирпичные здания в деревнях, которые и в Касимове они есть, и в Казанской губернии были они, и сейчас остались тоже. Вот, то есть это следы, по-моему, более 40 только у нас он построил в Казанском крае, более 40 медресе. Неправильное впечатление сложится. Вы сказали, там первая мечеть в 18 веке была, да, Мардляни, по-моему? Первая каменная мечеть. Первая каменная. Да? Это же были мечети в Казанском ханстве до... Были, да. Я говорю, после взятия Казани, это первые мечети, построенные из камня. После взятия Казани существовало 4 мечети, потом 2 осталось. А была потом кампания 1742 года, когда шел массовый слом мечетей вообще. Значит, в Казанской губернии было снесено из 540, по-моему, 417, что ли, мечетей. И в Казани в итоге осталась одна мечеть. Одна мечеть, она такая полуразвалившаяся была уже. И вот именно вот это безобразие прекратила Екатерина. Когда ей пожаловали, потому что у людей были деньги, все, но им не разрешали. Мало того, когда Екатерина разрешила строить вот эти 2 каменные мечети, она лично, устно, все равно, что президент устное поручение дал, это все равно как поручение. Она дала и уехала. Мусульмане начали строить. А губернатор приехал и говорит: а что это такое? Давай прекращать. Они опять Екатерине писали. Это с 1770 по 1773 год они даже императрицы пытались возражать, местные власти. И итогом этого стал выход указа о веротерпимости и невмешательстве в дела конфессий. Вот это исторический манифест, который полностью изменил Российскую империю. Его вот почитайте тоже, он есть в интернете. После этого жизнь мусульман, она кардинальным образом переменилась. Верховная власть признала, что мусульмане такие же сыны Отечества, такие же патриоты Отечества и такие же граждане Отечества. Вот. И надо понимать, что вот эти проблемы, которые были, они, в общем-то, характерны для всех народов и всех эпох. Будем считать, что вот это был переход от позднего Средневековья к новому времени, где уже просвещенная монархия и новое государство. В городе Ульяновске известно
фамилия Акчурин. Да, и мы вот были в Самаре, увидели мечеть, которая построена тоже из братьями Акчуринами. То есть в ваших книгах тоже есть они? Да. Акчуринам вообще отдельная книга посвящена. Наш казанский автор написал. Она так и называется «Акчурины». Акчурины – это крупнейшие предприниматели именно Симбирска, Самары. Их влияние, оно в Поволжье очень широко шло, вплоть до Астрахани. То есть это люди, которые строили мечети, медресе, содержали библиотеки. Из их рядов, из их рода вышел Юсуф Акчура, человек, который вместе с Ататюрком строил Турецкую республику. Окончил, он военачальником был турецким, издавал газету, потом он долгое время заседал в парламенте турецком. Это вот из этой семьи он вышел. Спасибо. Благодарим, Бигзур Ахмед. Пусть Аллах вас даст благо в обоих мирах. Передавайте Казани. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.